Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Новые факты в рубрике «Обо всем понемногу». Этот вид рыб живет в реках Курдистана, и научное название этой рыбы – Глиптотаракс курдистаникус. А научное название этого растения – Фломис курдикореч. Оно растет на территории Курдистана. Это древнекурдский алфавит. Ученый-теолог Ибн Вахшия пишет, что в багдадской библиотеке хранятся не менее 30 книг, написанных на древнекурдском алфавите. Также он нашел 2 научные книги, написанные на этом древнем алфавите, которые хранятся в библиотеках Дамаска. А это монета сасанидского царя Ардашира, который правил с 224 по 242 годы. Историки утверждают, что Ардашир был сыном курдского пастуха Бабека. А это Мунира ханым, дочь президента Курдской Мехабадской республики Кази Мухаммада. А это Татьяна Федоровна Аристова, советский, российский востоковед, этнолог, курдолог, доктор исторических наук. Татьяна Аристова посвятила всю свою жизнь на изучение курдской культуры и быта и написала много трудов и книг. На своем канале мы делали подробный обзор одной из книг Татьяны Аристовой. Ссылку на обзор я оставлю в описании, друзья. Это женское ожерелье. Курдянки носили их в повседневной жизни. Датируется 1907 годом. Экспонат Шведского этнографического музея. Этот пистолет 1830 года, специально сделанный для принца Бадырхана из Эмирата Ботан. А это монета короля Сайфуддина Абу-Бакра аль-Аюби из династии курдских мусульманских правителей аюбитов. Датируется 1200 годом нашей эры. А это курдский серебряный кинжал 19 века. Это монета принца Шамсуддина, правителя Эмирата Бедлис. Датируется 1400 годом нашей эры. Эта почтовая марка была выпущена в 1997 году с фотографией Моллы Мустафы Барзани. Еще одна курдская почтовая марка, которая вызвала крупный международный скандал. По случаю приезда Папы Римского в иракский Курдистан в городе Эрбиль было выпущено несколько почтовых марок. На одной из них профиль понтифика, а за ним историческая территориальная карта Большого Курдистана, куда входит часть турецких, иранских и иракских земель. Это и послужило поводом для скандала. Больше всего возмущалась Турция. Мы же советуем не возмущаться и не нервничать, ведь это всего лишь историческая карта, а историю пока еще никто не отменял. А напоследок курдская пословица: друг, который был с тобой в радости, не сравнится с другом, который был с тобой в беде.